Привет всем! Добро пожаловать на мой канал! Пробежалась я тут глазами по фильмографии своего канала и сама себя удивила. Как я, такой фанат, просто маньяк до палеток теней, сняла так мало обзоров об этих самых палетках. Так вот, решила исправляться и сегодня представляю вашему вниманию обзор на свою любимицу. Это моя просто вот сейчас невыпускаемая из рук палетка, причем самая новая, последняя приобретенная, Modern Renaissance от Anastasia Beverly Hills, наделавшая много шума на YouTube. Поскольку цветовая палитра ее настолько богатая, что она сама просто вдохновляет вас на новые образы. Но для начала хочу сказать, что этой палеткой я заинтересовалась сразу. Как только она появилась на рынке, бьюти-блогеры начали делать обзоры на эту палетку, и все без исключения говорили о том, насколько она хороша. Эта палетка попала в фавориты года практически всех бьюти-блогеров с мировыми именами. Безусловно, мне ее сразу очень сильно захотелось. Что касается упаковки, действительно, та претензия, которую к ней предъявляют большинство девчонок относительно того, что она марка, я могу подтвердить. При том, что я стараюсь беречь ее вот максимально чистой, всегда беру ее чистыми руками и никогда не лапаю ее там пальцами, которые у меня в тональном креме. Тем не менее, она у меня вот стоит на моем столике рядом с кистями для макияжа глаз. И в силу того, что иногда я ставлю эти кисточки рядом, вот даже при всем при этом вот такое соседство, как оказывается, противопоказано этой палетке. Если мы откроем палетку, то по составу палетка представляет из себя 14 оттенков теней и кисточка. Ну, сразу могу сказать по поводу кисти. Это кисть из натурального ворса, как пишет производитель. Одна растушевочная, другая кисть для нанесения теней. Качество этой кисточки, ну, вполне посредственное, но если у вас мало кистей, то, в принципе, она вполне работоспособна. Насколько я знаю, палетка эта является лимитированной, то есть нужно стараться, если вы надумаете ее приобретать, то не задерживаться с покупкой. Как я уже сказала, палетка включает в себя 14 оттенков, в ней представлены как тени из постоянной коллекции, но хочу обратить ваше внимание на то, что покупать вот такие палетки от Анастасии, на мой взгляд, значительно выгоднее, потому что по качеству тени бесподобные, это беспроигрышный вариант, но что касается вот экономии вопроса, то один рефил от Анастасия стоит, насколько мне память не изменяет, $12. Эта же палетка целиком, включая 14 оттенков, стоит $42 на Сефоре, и экономия, конечно, налицо. Зеркало в этой палетке вполне работоспособное, оно не очень большое, но его хватает для того, чтобы сделать макияж в случае, если вы находитесь не дома. Ну, конечно, когда я нахожусь дома и делаю макияж, я им не пользуюсь, но зеркало хорошего качества, оно не искажает изображение. Упаковка вельветовая, очень приятная на ощупь и сама по себе очень нежная и красивая. Мне кажется, что она очень изящно выглядит. Подборка теней великолепная. С ними можно делать как вечерний, так и дневной макияж. В коллекции здесь представлены оттенки как шиммерные. Здесь 3 шиммерных оттенка. Это Vermeer, Primavera. Да нет, наверное, 2. Пожалуй, я выделю 2 шиммерных оттенка. Также здесь есть сатиновые оттенки. Это оттенок Tempera, Antique Bronze и Venetian Red. Все остальные оттенки матовые, но они, знаете, они такие матовые с каким-то немножко внутренним свечением. То есть они не выглядят меловыми, такими вот скучными, неинтересными, землистыми. Они действительно вот мат, но он какой-то такой вот светящийся мат. Ну, невероятно круто выглядит на глазах. Когда вы набираете эти оттенки на кисть, если эта кисть вот такая пушистенькая, то оттенки, вернее тени по текстуре немножечко пылят. И когда я первый раз набирала, я подумала, что наверняка они будут осыпаться под глаза. Но ничего подобного не происходит, тени совершенно не сыпятся. И когда я крашу один глаз, и у меня остались, ну, пыльные такие вот крошечки на рефиле, переходя к макияжу второго глаза, я просто подбираю вот так вот кисточкой, раз, промакиваю вот эти вот пылинки, и ими уже делаю макияж второго глаза.
Если вас интересует размер этой палетки, то могу сказать, что он такой вполне стандартный. Если сравнивать его с шоколадными палетками от Too Faced, это вот абсолютно аналогичный вариант практически. Если сравнивать с Naked от Urban Decay, то Naked немного длиннее. Возвращаясь к текстуре теней, я могу сказать, что они невероятно мягкие, они замечательно тушуются, они прекрасно втушевываются друг в друга, они такие как будто бы мягко-маслянистые. Ну, невероятно замечательная текстура этих теней. Это вторая палетка, которая попала ко мне в руки от Anastasia Beverly Hills, и могу сказать, что я просто до безумия влюбилась в качество теней от этой компании. Оттенки. В этой палетке представлены оттенки теней очень модных и трендовых цветов. Мало того, что здесь много натуральных оттенков, которые всегда и везде, это просто классика, да, всегда и везде применимы. Вместе с этим Анастасия позаботилась и включила в палетку трендовые оттенки винные, ягодные, красные, которые последнее время, последний, я бы сказала, год-полтора, и я уверена, что какое-то время еще впереди их трендовая жизнь, оттенки, вот, например, Love Letter, Venetian Red, Real Gar, на любом цветотипе эта палетка работает замечательно, на блондинках, на брюнетках, на серых глазах, на зеленых глазах, на карих глазах, соответственно, как у меня. Цветовая палитра оттенков просто вот превосходная. Пигментация теней великолепная, тени замечательно, красиво сразу ложатся на ваши веки. Не нужно делать много слоев для того, чтобы сразу получить яркий и выраженный цвет. Также, как я уже сказала, цвета замечательно комбинируются между собой, с ними можно придумать очень много образов. В конце видео я постараюсь вам это доказать. Тушуются тени просто вот, ну я не знаю, как по маслу. И кроме того, если вы хотите, все-таки боитесь, и чтобы избежать вот такого пятнистости, то просто пару раз стряхните кисточку перед нанесением, перед работой, и таким образом все излишки продукта уйдут с нее, а останется тот необходимый минимум, то необходимое количество, с которым вам будет легко работать. Также для меня очень существенно, что в этой палетке много оттенков, которые так называемые переходные цвета. Например, оттенок Golden Ochre, Burnt Orange, Rose Sienna, Warm Taupe. Это те оттенки, и также Blonde Fresco, это те оттенки, которые являются переходными цветами. Многие палетки грешат тем, что там не хватает оттенков, там всегда есть переходный цвет, Transition Color, но бывает иногда один-два, а тут прям, ну, великое разнообразие. И также очень важно, что я хочу отметить, и за что я хочу поблагодарить компанию Anastasia, за то, что они не использовали в составе своих теней ни сульфатов, ни парабенов, ни фталатов. И что самое важное, основа формулы ингредиентов этих теней – это мика. Они не использовали в своем составе тальк, который очень вредный, который используют очень многие компании, даже люксовые бренды. О вреде талька очень много написано в интернете, вы можете посмотреть и почитать, и убедиться, что я вас не обманываю. Тальк обезвоживает кожу, потому что он впитывает в себя влагу. Тальк забивает поры, забивает кожу, не дает ей дышать, создавая тем самым основу и почву для развития микробов, бактерий, вирусов под кожей. Тальк очень вредно влияет на кожу, ее старит, забивает, и лучше не пользоваться, следить за тем, чтобы в составе вашей декоративной косметики не было талька. В данном же случае Анастасия использовала такой компонент, как мика. Мика – это аналог талька по своим свойствам химическим, но без вот тех вредных проявлений, которые я сейчас назвала. И мика считается дружелюбным для кожи компонентом, который более дорогой, чем тальк, но при этом абсолютно для нас безвредный. Ну а теперь поподробнее расскажу об оттенках. Итак, оттенок Tempera – это такой теплый, молочный, с легким сатиновым финишем оттенок Highlight, который я вот сегодня, например, использовала под бровью и во внутреннем уголке глаза. Он матово-сатиновый, я бы так его охарактеризовала. Оттенок Golden Ochre – это теплый, желтовато-бежевый оттенок с матовым финишем, но этот матовый финиш, как я сказала, он все равно с каким-то таким вот природным свечением
свечением внутренним, замечательно, очень красиво смотрится. Оттенок Vermeer, это оттенок, ну такой шампанского, я бы сказала, теплый, с металлическим финишем, шиммерный оттенок. Оттенок Bone Fresco, это такой лилово-нюдовый оттенок с матовым финишем. Дальше Antique Bronze, это теплый коричнево-лиловый оттенок с жемчужным финишем, очень красиво смотрится на коже, сегодня он на моих веках. Дальше, Love Letter, это холодный, очень трендово-ягодный оттенок с матовым финишем. И на верхней линейке теней оттенок Cypress Amber, это оттенок теплый тауповый с матовым финишем. И нижний ряд теней начинается с Rose Sienna, это такой теплый бежево-коричневый оттенок с матовым финишем. Дальше у нас идет Burnt Orange, это теплый, также бежево-коричневый оттенок, они похожи между собой, но вот Burnt Orange он потеплее, также матовый финиш. Оттенок Primavera, как я уже сказала, это оттенок шиммерный, с таким металлическим финишем, золотой, теплый оттенок, очень приятный, красиво смотрится на коже. Дальше оттенок Red Ochre, это теплый красно-коричневый оттенок с матовым финишем. Оттенок Venetian Red, это сатиновый финиш, ну и такой светло-винно-красный оттенок, я бы его назвала, также замечательно работает. Сегодня он у меня по нижнему веку я подвела. У нас осталось два оттенка, это Warm Taupe, это теплый тауповый матовый оттенок, и Real Gar, также матовый финиш и оттенок такого теплого коричнево-оранжевого цвета. Пожалуй, я поделилась с вами своим мнением относительно этой палетки. В палетку я влюблена, просто могу ей поставить 5 с 3 плюсами. Это, наверное, лучшая палетка, которую я держала в своих руках. Экономическая выгода налицо. 12, если умножить на 14, я сейчас не смогу своими гуманитарными мозгами произвести операцию, но вот представьте себе 14 оттенков по $12 или заплатить $42 вот за это чудо. На сегодня это все. Спасибо большое, что были со мной. Если вам интересно такого рода видео, если вам интересны обзоры палеток теней, у меня их очень много в моей коллекции. Я оставлю список своих палеток в инфобоксе. Посмотрите, пожалуйста. Если вам интересно будет, чтобы я сняла обзор на какую-либо из этих палеток, пожалуйста, напишите в комментариях, и я с удовольствием расскажу вам и об остальных моих красавицах. Если было интересно и полезно, ставьте лайк, чтобы я понимала, что я на правильном пути. А на сегодня все. Пока-пока.